А вот нечего злорадствовать в комментариях. Двое молодых людей, позволивших себе поиронизировать над фотографиями сгоревшей башни Олимп в Грозном-Сити, теперь будут ее восстанавливать с тачками в руках. Цитирую: в ремонте небоскреба будут принимать самое активное участие два жителя нашей республики, которые выложили в интернет видео горящего здания со злорадствующими лозунгами. Конец цитаты. Это написал глава Чечни в своем инстаграме, который давно уже стал едва ли не главным каналом официальной информации из Чечни. Кадыров не сообщил деталей, как именно злоумышленники были пойманы и принуждены к трудотерапии. Кадры официального телевидения, где чеченский лидер отчитывает охранников, содержат только его слова о том, что они раскаялись, а пресс-секретарь Кадырова Альбек Каримов сообщил «Дождю», что за свою работу провинившиеся будут получать зарплату, то есть это как бы не подневольный труд. Это только надводная часть айсберга под названием «Кадыров и его народ». У нас в студии председатель комитета по борьбе с пытками Игорь Каляпин, который знает в деталях, как герой России управляет своей республикой. Добрый вечер, Игорь. Вас вот эта сегодняшняя ситуация, когда двое просто оставивших человека в комментариях были как-то извлечены, приведены на ковер к Кадырову, это вас удивило? Нет, меня это не удивило. Меня удивило то, что в Чечне еще есть люди, которые отваживаются в Инстаграме, пусть даже анонимно, размещать какие-то такие сообщения. Ну, судя по тому, что это произошло, у Кадырова есть свои спецслужбы, и совершенно это может быть не МВД, не ФСБ, какие-то свои спецслужбы, которые так оперативно могут находить их и каких-то злоумышленников. И, в общем, мне кажется, что именно этим твитом он нам это и демонстрирует. Ну, думаю, что да. Вообще, это не секрет Чеченской Республики. Я думаю, что все вменяемые люди, особенно молодежь, которые пользуются интернетом, все об этом и так знают. Я знаю достаточно случаев, когда люди за, в общем, такую не совсем корректную критику, скажем так, правоохранительных органов в Чечне буквально чудом не лишились жизни. То есть одного моего подзащитного 4 месяца держали в подвале, как собаку, прикованного к батарее, только за то, что он в интернет-чате рискнул критиковать чеченских полицейских. Это когда было? Это было 3 года назад. Сейчас как-то ситуация изменилась, скажем так даже. С момента, когда чеченский лидер обратил внимание на существование социальных сетей, завел Инстаграм, стал там что-то публиковать. Во-первых, люди явно расслабились, если они отваживаются что-то такое публиковать. И, во-вторых, такого рода, скажем так, конфликтные ситуации, ну, во всяком случае, по реакции, да, чеченского лидера можно догадаться, что она стала конфликтной, они приходят в публичную плоскость, поэтому ничего такого, ну, совсем плохого, да, с этими людьми явно не случилось. Ну, вот они пришли к нему, якобы сами покаялись и так далее. Ну, вот с этими людьми не случилось, в общем, ситуация даже вызывает улыбку. Ну, по крайней мере... Но это частный случай, вы считаете? То есть, в общем и целом, ничего это не изменило? Ну, понимаете... Модернизация Рамзана Кадырова. В данном случае реакция Рамзана Кадырова была рассчитана, видимо, она и рассчитана была, наверное, на то, что она будет публично освещаться. И поэтому с этими людьми ничего плохого не происходит. И вся эта ситуация у нас вызывает улыбку. Вот. Но я еще раз говорю, то есть я знаю случаи, когда это кончалось очень плохо. Вы делали расследование по поводу чеченского ОМОНа, да, то есть это структуры, приближенные к Кадырову. И, насколько я понимаю, человек, который был вашим главным свидетелем, теперь находится в секретном месте, в убежище, и вы очень боитесь за его безопасность. Так ли это? Скажите, что сейчас происходит с этим делом, и пошел ли вам, наконец, на встречу Следственный комитет в Чечне или прокуратура? Ну, Следственный комитет нам навстречу пошел, он, в общем, пошел достаточно давно. Другое дело, что Следственному комитету в Чечне так ничего и не дали сделать. Те следственные действия, которые были запланированы, они до сих пор не проведены. Те полицейские, которые должны были явиться на следственные действия, там, на опознание в частности, не явились. И ни одна федеральная структура в Чечне, в частности ФСБ, в частности ВГИП МВД, обеспечить явку этих полицейских не смогло. Или не захотела, как Следственный комитет не захотел в свое время, буквально 2 недели назад, продлить арест так называемым охранникам Кадырова, которые были здесь обвинены в том, что они вымогали у жителей Московской области Lexus или 3 миллиона рублей, то есть они тоже исчезли. Ну, я точно знаю, что следователь, по крайней мере, который ведет это дело, действительно хотел эти следственные действия провести и сделал все от него зависящее для того, чтобы обеспечить явку этих полицейских на следственные действия. То, что они 3-й год уже не являются, это, в общем,
Ну да, это либо неспособность нашей правоохранительной системы, либо нежелание. В общем, нам-то с вами, наверное, большой разницы нет. Когда на такие случаи обращают внимание за рубежом, в Европе, вот мы все время возвращаемся в ходе этого вечера к теме визита Владимира Путина в Европу, в частности в Голландию, так просто совпало, что именно там в районе 9 вечера началась пресс-конференция его большая. И вот, в частности, президент Путин пообещал проверить информацию о причинах гибели нидерландского оператора в 2008 году в зоне грузино-юго-осетинского конфликта. Правда, в свое время это же обещал сделать тогдашний президент Дмитрий Медведев, ну, как выяснилось, то ли не сделал, то ли не сообщил об этом Путину, Путин об этом ничего не знал. Так или иначе, вот сейчас обратили внимание на эту ситуацию, он дал клятвенное обещание. Есть ли случаи, когда после вмешательства Европы что-то меняется? Например, когда это случай совсем уж мировую такую, да, известность, гласность приобретает? Последнее время, к сожалению, нет. Последнее время, к сожалению, какие-то замечания, критика или призывы европейских международных организаций хотя бы в каком-то конкретном деле разобраться, принять законные решения и так далее, вызывают скорее агрессию у нашего руководства, я имею в виду и руководство правоохранительных органов, и у политического руководства. Какое-то признание беспомощности, простите, пожалуйста, перебила. Собственно, ну, раздражение вызывает, Нет. когда ты ничего не можешь сделать. Да? Ничего не можешь сделать, и они пристают. Чего пристают? Я думаю, что это просто понимание того, что требования или призывы, правильнее сказать, применить закон идут вразрез с тем, как эти наши высшие должностные лица понимают свои интересы, интересы своего ведомства, Ну, хорошо, а возможно, вот скажем, интересы страны. то есть можно сказать, что представительство, а ведь в каждой области есть представительство МВД, ФСБ в Чечне, они фактически, их контроль над ними, получается, судя по вашим словам, перехвачен Кадыровым. Знают ли об этом, как считаете, Путин, знают ли об этом профильные министры, знают ли об этом следователи центрального аппарата этих ведомств? Ну, я абсолютно точно знаю, что знают. Та ситуация, которую вот я вам рассказывал, то есть вот следствие вот это вот по делу чеченского ОМОНа, оно осуществляется Главным следственным управлением. Именно следователю этого Главного следственного управления, ну, мало того, что к нему рядовые сотрудники милиции не являются на следственные действия, то есть ему откровенно, публично, в присутствии свидетелей угрожали, говорили, что следственная группа будет расстреляна, если они там будут проводить следственные действия на территории ОМОНа. Рапорта о подобных ситуациях, они в достаточно большом количестве систематически поступают лично руководителю Следственного комитета господину Бастрыкину. Я это тоже знаю совершенно точно. Сам он не хочет или не может принимать какие-то меры, полномочий у него не хватает, или это срабатывает просто дружба, так сказать, руководителя региона и президента. И последний вопрос, очень коротко, вы могли бы мне ответить. Если бы вы завтра взяли билет утром на самолет в Грозный, что бы вас там ждало, допустим? Да меня бы там ничего страшного не ждало. То есть у меня там постоянно работают мои помощники, юристы нашей организации, это так называемая сводная мобильная группа. И в течение последних, ну вот почти года, в общем, никаких особых угроз в наш адрес не звучало. Ну вот в июне месяце последний раз была там такая пятиминутка ненависти со стороны Кадырова, когда он обвинял нас во всех смертных грехах. Но, по крайней мере, никакой угрозы физической безопасности, да, мы там не Потому что ощущаем. вы не там живете, вы с этим связываете. Да, но у нас там посменно организована работа, и 3-4 человека наших юристов там постоянно присутствуют. Они в безопасности, как вы считаете? Ну, по крайней мере, в нас ни разу не стреляли, скажем так. То есть вот периодически раздаются какие-то угрозы со стороны Кадырова или его там помощников. На этом пока все заканчивается. Спасибо. У нас в гостях был глава Межрегионального комитета против пыток Игорь Каляпин. Мы ненадолго